Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана открыл новое водоочистное сооружение. Национальный лидер туркменского народа отбыл с визитом в Иран. В Ашхабаде планируется строительство 2 крупных заводов по производству хлеба и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию водоочистного сооружения Бахтиярлык мощностью 150 тысяч кубометров воды в сутки. Источником воды служит открытый водоем объемом в 1 миллион кубометров, расположенный на правом берегу Каракум-реки. В рамках церемонии открытия состоялись красочные песенно-музыкальные и танцевальные выступления творческих групп. Кроме того, в торжественной обстановке были представлены микроавтобусы, переданные в дар от имени президента Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с генеральным секретарем Содружества независимых государств Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для участия в предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ. Сергей Лебедев выразил искреннюю признательность главе туркменского государства за активную поддержку развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, направленного на общее благополучие стран-участниц. Он особо отметил инициативный подход Туркменистана к укреплению экономических и гуманитарных связей в рамках Содружества с учетом современных реалий и перспектив. В этот же день встречу с Лебедевым провел национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов. Гость выразил признательность за возможность личной встречи и гостеприимство, оказанное на туркменской земле. Поблагодарив Сергея Лебедева за добрые слова, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал успешного проведения предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Вечером 22 мая национальный лидер туркменского народа выехал с визитом в Исламскую республику Иран. В Тегеране Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в траурных мероприятиях в связи с гибелью в вертолетной аварии президента Ирана Ибрахима Раиси и других высокопоставленных лиц. Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в торжественной обстановке передал столичному научно-клиническому центру охраны здоровья матери и ребенка 2 современных аппарата для гемодиализа Dialog Plus. Говшут Акмурадов, студент 3-го курса факультета киберфизических систем Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана, занял 1-е место в международной олимпиаде по общей физике среди студентов инженерных специальностей в столице Румынии. Олимпиада включала в себя 2 направления – классическая и современная физика. Говшуту Акмурадову принесло победу участие в конкурсе по современной физике. В Ашхабаде планируется строительство 2 крупных заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Государственное объединение Туркмен-Галау-Немлерия объявило международный тендер на реализацию этих проектов. Согласно тендерной документации предусматривается строительство заводов с годовой мощностью 15 тысяч тонн формового хлеба, 14,5 тысяч тонн национального хлеба и 500 тонн булочных и кондитерских изделий, а также 600 тонн сухих дрожжей. 59-летний житель Японии был арестован после того, как нанес своей 62-летней супруге удар по голове банановой кожурой. Женщина сама обратилась в полицию, заявив, что муж находится в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет ее и уже успел применить фруктовое насилие. Прибывшие на место происшествия стражи порядка допросили дебошира, и тот к своему стыду признал вину. Мужчина пояснил, что причиной конфликта стал сосед, некорректно припарковавший машину на их участке. Разобраться с ним он хотел мирно, но жена всячески его отговаривала. Разозлившись, он сорвался на ней, запустив в ход первое, что попалось под руку – банановую кожуру. Японец также ввязался в перепалку с полицейскими, заявив, что это чисто семейное дело и им нечего тут совать нос. В полиции отметили, что сейчас проводится расследование инцидента, а мужчина обязательно ответит за содеянное, как за нападение, так и за домашнее насилие. В Саудовской Аравии впервые в истории страны состоялся показ мод, где модели демонстрировали купальники. Коллекцию купальников представила марокканский дизайнер Ясмина Канзал. Она сделала акцент на слитных моделях красных, бежевых и синих цветов с открытыми плечами и у некоторых с частично оголенным животом. Несмотря на строгость нравов, дизайнер решила продемонстрировать купальники, которые не только элегантны, но и отражают самобытность арабского мира. 22 мая состоялся финал Лиги Европы. В матче на стадионе Авива в Дублине итальянская «Аталанта» обыграл немецкий «Байер» со счетом 3-0. В составе победителей хэт-трик оформил Адемола Лукман. Байер потерпел первое поражение в сезоне, прервав рекордную серию из 51 матча. Тренерский штаб сборной Туркменистана по футболу во главе с Мергеном Уразовым огласил состав команды на июньские отборочные игры чемпионата мира 2026 года и предшествующий им учебно-тренировочный сбор.
В расширенный список вошли 25 футболистов. Из-за травм в ближайших матчах не смогут сыграть полузащитник Руслан Мингазов из гонконгского Кичи и вратарь Аркадага Расул Чарыев. Сбор национальной команды пройдет в турецкой Анталии с 26 мая по 4 июня. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.